Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепередача «Зона особого внимания». И сегодня она посвящена профилактике бытовых преступлений. За 11 месяцев этого года в Якутии зарегистрировано 314 умышленных убийств с покушением и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе совершенных по бытовым мотивам. А это значит, что такие преступления совершаются практически ежедневно. В состоянии алкогольного опьянения совершено практически каждое второе преступление. Из общего числа преступлений 82 по бытовым мотивам. В результате преступных посягательств погибло 95 жителей республики, из них 42 женщины стали жертвами преступлений. То есть что мы должны сейчас будем сделать? Зайти на данный адрес и, соответственно, отработать с квартирами, на которые поступают жалобы от соседей. Ну, вообще, как начинается эта работа? Когда приходит сигнал на дежурную часть, да, по данному адресу? В первую очередь при выявлении. Здравствуйте. Нормально все? Да. Время себя хорошо ведет? Да. На данный адрес поступали вызовы полиции. Часто очень. Да, даже случались случаи преступления, совершения данным гражданином. Было возбуждено уголовное дело, доведено до суда, то есть, соответственно, лица примирились за примирением сторон. Да, это соседи. Так часто бывает между соседями, и возникают такие ситуации. Получается, каждый, какой-то период, месяц, полмесяца посещается данный адрес, проводятся профилактические беседы, выписывается официальное предостережение, это бумага, которая предостерегает данного гражданина от совершения преступлений, правонарушений и так далее. Поэтому это очередное посещение данного адреса. От этого есть позитивные последствия, то есть вызова в разы сократились. На данные адреса поступают часто вызова полиции. Адреса должны отрабатываться, то есть в превентивных целях, для того, чтобы в дальнейшем предотвратить более тяжкие последствия. Наказать человека за малое, чтобы предотвратить более тяжкое. Иногда напрямую выходят жильцы. То есть вы держите связь с общественностью, я бы так говорил, да, с жильцами? Да, конечно. Что касается данного адреса, здесь очень хорошо общественная, именно, скажем так, общественность задействована. Жильцы, вместе жалуются, допустим, на какие-то проблемные квартиры, и уже, соответственно, с нами непосредственно связь держат, и мы данный адрес отрабатываем по своей линии. В первую очередь это начинается все с бесед с человеком. Человек должен понять, в первую очередь, на словах, что мы пытаемся ему донести. Соответственно, документально тоже это все оформляется, то есть официальное предостережение, профилактическая беседа, которая тоже фиксируется именно документально. И в дальнейшем это все происходит не один раз. Работа участкового заключается именно в профилактическом обходе своего административного участка. То есть это происходит ежедневно. Соответственно, ежедневно должен посещаться тот или иной адрес. Как правило, преступления, совершаемые на бытовой почве, происходят в асоциальных семьях. Причинами таких явлений являются систематическое употребление алкоголя, неблагоприятное окружение, отсутствие постоянной работы, употребление наркотических веществ. Стать жертвой преступления в сфере бытовых отношений может любой человек, но чаще всего от них страдают женщины и дети. Преступления, совершенные на бытовой почве, происходят в любых семьях, вне зависимости от социального статуса. Вот это все пространство здесь, это общественное место. Здесь ходят люди, так скажем. Покурить, наверное, да? Да. Вот, к сожалению, нельзя там курить. Общественное место. Вот только что разговаривали. Люди, наверное, это общего пользования, да? Еще Да. Тем более,
Это, не первый раз у нас поступала именно информация, да, о том, что, во-первых, родители пьют данные, они на учете и в инспекции по делам несовершеннолетних состоят, и, так скажем, назовем это проблемная семья, да, как раз таки с целью исключения именно каких-то тяжких последствий от их бесконтрольного распития спиртного, данная беседа и была осуществлена. Но сейчас более-менее прилично, но это временно. Данные адреса как минимум вносятся в маршрутные листы по различным профилактическим мероприятиям. То есть создаются группы, эти группы обходят данные адреса. То есть, к сожалению, участковый один, а на каждого участкового по 7 тысяч граждан это... А вот если женщину избили, заявление написал, потом забрала, да? Женщины по темпераменту, они разные. Одни прям, поднимают, как говорится, заявление пишут, все и не отказываются. А другие сначала в эмоциональном порыве они заявляют, потом происходит разговор после того уже как фиксации, преступлений, правонарушений, неважно. Побои, они сами по себе раньше были преступлением, сейчас первично это правонарушение. И потом данные женщины, общаясь со своим мужем, да, он приходит, извиняется, и она пишет отказное заявление. Многие женщины терпят годами побои и издевательства домашнего агрессора, боясь негативного мнения окружающих, потери положения в обществе. Зачастую жертвам просто некуда идти, у них отсутствуют средства к существованию, а из-за многолетнего прессинга их психика сломлена и не может адекватно реагировать на происходящее. Задача участковых – вовремя выявлять и предотвращать возможные правонарушения в бытовой сфере, проводить необходимые профилактические мероприятия на подконтрольном участке, регулярно мониторить проблемные семьи. Что можно сделать в этом случае? В этом случае можно человека на учет поставить, как семейно-бытового дебошира, и таким же образом его посещать. То есть регламентировано у нас раз в квартал такого человека проверять. Да, по такому поводу человек должен именно привлечен быть по, к примеру, статье 6.1.1 Административного кодекса, это побои как раз таки, да. Но все равно без внимания такой адрес оставлять, мы не должны. То есть, если один раз побил, он может и второй раз тоже побить, и не дай бог случится, что другое более тяжкое. Поэтому превентивно нужно именно упор делать на, так скажем, профилактической работе, беседах и так далее. Минимальное наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью нарушителю может грозить штраф, исправительные работы или заключение на 120 дней. За психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 2 и более лет пребывания в тюрьме. Убийство приводит к более тяжкому наказанию. А вот что вы могли сказать общественности? Куда им обращаться, если такие случаи бывают не редкость? Может быть, действительно надо что-то либо делать в этом отношении? Круглосуточно работает дежурная часть. То есть, если необходимо участие полиции здесь и сейчас, то, соответственно, делается вызов полиции. В дальнейшем, конечно, зачастую 80-90% эти все обращения не поступают к территориальному участковому. Да? Каждый гражданин может обратиться в дежурную часть своего отдела полиции и узнать территориального участкового. Уважаемые граждане, если вы стали жертвой, либо являетесь свидетелем бытового домашнего насилия и не знаете, куда вам обратиться, вам необходимо через любое устройство, в том числе сотовый телефон, в поиске ввести слово «Ваш участковый». Далее, при открытии приложения выбираем свой регион, населенный пункт, улицу, номер указанного дома, после чего откроется результат поиска, где будет указан ваш участковый. По примеру, указанный нами адрес обслуживает Оськин Александр Александрович. Также указан контактный сотовый служебный телефон, адрес участкового пункта полиции и время приема граждан. Сейчас мы были
в определенных семьях, которые стоят на профилактическом учете, которые ведут наши участковые. Хотелось узнать комментарии у уполномоченного по правам человека. Важным является то, что, допустим, если совершился факт насилия, гражданин обращается с заявлением в правоохранительные органы, и уже далее это дело должно пойти уже вплоть до приговора. То есть обратного хода быть не должно. С точки зрения, опять же, запроса гражданского общества, что обязательно должно быть неотвратимость наказания, раз совершено преступление. А сейчас получается такая ситуация, что человек совершил преступление фактически, потом не дают ход, разными путями влияют на жертву, или через, в кавычках, милосердие, или угрозами, и заставляют забрать заявление. И все. И уже потом возникают факты, когда мы знаем, тоже из открытых источников, было совершено насилие, а потом, к сожалению, уже в последующем бывают отдельные случаи, когда уже жертва, потом она уже практически уходит из этой жизни. Поэтому это очень такой серьезный, на наш взгляд, момент, когда требуется вмешательство с точки зрения ужесточения уголовного законодательства Российской Федерации. Предложили с учетом совместной позиции МВД по Республике Саха-Якутия, чтобы создавались кризисные центры через грантовую поддержку. Мы знаем, что у нас их немного, их буквально единицы. Это в городе Якутске, это в селе Намцы. Хотя мы знаем, что есть разветвленная сеть кризисных центров, которые помогают жертвам домашнего насилия и в крупных городах, и в других субъектах Российской Федерации. Почему нельзя хотя бы вот нам тиражировать эти положительные практики? В Якутии с начала года совершено 71 убийство с покушением. Каждое второе преступление совершено в нетрезвом состоянии, каждое шестое в сфере семейно-бытовых отношений. В случае бытового насилия важно знать, что помощь всегда рядом. Обращайтесь к вашему участковому по месту жительства через официальный сайт МВД России. С вами был Олег Желнин, телепередача «Зона особого внимания». До скорых встреч!